Есть в мире столицы, которые создают ощущение не только делового и политического центра страны, но и города-праздника. Иногда очень хочется вырваться из рабочих будней и окунуться в праздничную атмосферу. И сегодня дорога привела меня в столицу Королевства Испании – солнечный Мадрид. А какие ассоциации вызывает Испания у вас? Наверное, большинство из вас вспомнит легендарную испанскую корриду, вкуснейшую паэлью и чувственный и страстный танец фламенко. Все это, безусловно, присутствует в Мадриде в изобилии, но сегодня мы с вами познакомимся и с другими аспектами жизни столицы Испании и ее окрестностей. Мадрид – это крупнейший экономический, политический и культурный центр страны. Статус столицы он получил в середине 16 века. Во времена мусульманских завоеваний эта местность получила название Маира, что означает «мать воды», что на испанском звучит как «Madre de Agua». Позднее, в средние века, за городом закрепилось его современное название – Мадрид. Население столицы Испании – 4,5 миллиона жителей, что не так много по меркам современных мегаполисов. Город расположен в центральной части Пиренейского полуострова, на высоте около 600 метров над уровнем моря, что обуславливает его достаточно сухой и жаркий климат с приятными прохладными вечерами. Символом Мадрида является медведь, тянущийся к красным плодам зеленого земляничного дерева. История не сохранила достоверной версии появления именно такого герба. Тем не менее, многие историки полагают, что раньше на этом месте находилась роща земляничных деревьев, где водилось множество медведей. Сейчас Мадрид – это современный, роскошный европейский город, один из самых зеленых в Европе. О его самобытной культуре и жителях ходят настоящие легенды. И вскоре вы поймете почему. Мадрид нельзя назвать тихим местом. Его не сравнишь с типичными, размеренными европейскими столицами. Этот город – центр невероятной энергии, пламенной страсти и древних традиций. Это столица музыки, искусства, танца и простых человеческих удовольствий. Романтичные бульвары и парки, древняя архитектура и богатейшие музеи принесли Мадриду славу города-праздника, не побывать в котором просто нельзя. Каждая площадь Мадрида, каждый его квартал или улица несут неповторимый местный колорит. Здесь чтут и свято хранят традиции и обычаи. Улицы столицы Испании летними ночами полны гостеприимных ресторанов и баров. В выходные можно посидеть с друзьями в одной из многочисленных открытых веранд с бокалом вина. Но это город не только для летних визитов. Зимой здесь тоже есть чем заняться. Начнем наше знакомство с Мадридом с самого его центра – района Королевского дворца. Палафио Реаль, или Королевский дворец, также носит название как Восточный дворец, является официальной резиденцией королей Испании. Дворец построен в середине XVIII века, в период правления Карла III. На сегодняшний день это одна из главных достопримечательностей испанской столицы.
Фасад дворца представляет собой удивительное сочетание нескольких стилей, от барокко до традиционных элементов Востока. Внутреннее убранство украшено подлинниками Караваджо, Веласкеса и Гойи. Дворец располагает и коллекциями старинного оружия и скрипок Страдивари. Снаружи окружен великолепными садами – Кампо-дель-Морро и Сабатини, которые спускаются к самой реке Мансанарес. За моей спиной главный кафедральный собор города Мадрида, который называется Альмудена. Особенно он красив именно во время заката. Буквально в 10 минутах ходьбы от Королевского дворца расположена главная площадь Мадрида – Пласа Майор. Абсолютно прямоугольная площадь возведена в стиле мадридского барокко. В самом ее центре расположена бронзовая статуя короля Филиппа III на коне. Ранее на ее месте была другая площадь, носившая название Аррабаль, что переводится как «пригород», так как в ту эпоху это место находилось вне городских стен. До самой ночи на площади кипит жизнь. Рестораны и бары до отказа заполнены туристами и местными жителями, для которых играют уличные музыканты, работают художники, а африканские торговцы завлекают сувенирами и безделушками. Но несмотря на свой статус главной, Пласа Майор не является самой популярной площадью города. Самая любимая всеми жителями Мадрида площадь расположена по соседству. Пуэрто-дель-Соль – центральная площадь Мадрида. На ней есть нулевая точка, нулевой километр всех автодорог Испании. Также здесь можно найти один из сакральных символов города – скульптуру «Медведь и земляничное дерево». На площади и прилегающих улицах расположено множество магазинов и сувенирных ларьков, ресторанов и кафе, продуктовых лавочек с традиционными испанскими деликатесами. Это любимое место прогулок туристов и местных жителей. По вечерам здесь включается подсветка из сотен прожекторов, что делает Пуэрто-дель-Соль особенно красивой. Главные достопримечательности площади – это здание бывшего дома почты с часами и статуя короля Карлоса III. Познакомившись с основными площадями города, двигаемся изучать красоты района Ретиро и начнем с легендарного одноименного парка. Не каждая столица может похвастаться парком в центре города. Мадрид как раз из таких. Самое время знакомиться с ним. Парк Ретиро. Его название имеет религиозные корни. Во времена короля Филиппа II это место считалось точкой уединения, молитвы и медитаций. Благодаря этому оно стало носить название Буэн-Ретиро, что в переводе означает «благое уединение». От прогулки по Буэн-Ретиро вы получите огромное удовольствие. В центре парка находится озеро, где можно покататься на лодке и полюбоваться огромными разноцветными японскими карпами. Здесь же построен необычный дворец из стекла, у подножья которого расположен небольшой пруд, в котором живут черепахи. В одном из прудов парка Ретиро водится огромное количество очень общительных черепах. В парке также есть свой розарий, а местная фауна представлена изобилием редких птиц и животных. А это один из моих любимых разновидностей кустарников. Особый вид туи, который очень напоминает либо мозги, либо брокколи. Парк Буэн-Ретиро – это излюбленное место отдыха мадридцев, один из символов столицы и объект культурного наследия Испании. В районе Ретиро располагается одна из самых посещаемых галерей мира – Музео дель Прадо. Здание музея – это архитектурная жемчужина Мадрида, выполненная в стиле неоклассицизма. Элегантное и гармоничное, украшенное белыми колоннами и терракотовыми стенами из кирпича, оно ярко выделяется на фоне окружающих его построек.
В музее собрана невероятная коллекция испанской живописи. Здесь также можно полюбоваться шедеврами итальянского, французского, фламандского, голландского и немецкого искусства. Ван Гог, Гойя, Веласкес. Картины этих художников вы можете посмотреть в этом музее, музее Прадо в Мадриде. И вся эта очередь в течение нескольких часов будет пытаться посмотреть картины этих знаменитых художников. Но есть совет для каждого, кто будет в Мадриде. Если вы не хотите стоять в такую длинную очередь, вы можете приобрести билеты в интернете. Любителям искусства также стоит посетить два соседних музея Мадрида – Центр искусств Королевы Софии и музей Тhyssen-Bornemisza. Еще один парк в центре Мадрида – парк Аргансуэла, который растянулся вдоль местной реки. Самое время попробовать горячий натуральный шоколад. И лучше это сделать в одном из старейших и известнейших мест города Мадрида. Этот ресторан Сан-Хинес открыт в 1894 году. Мадрид – это город громких вечеринок и тихой романтики. И есть в этом городе место, которое как магнит притягивает к себе влюбленные пары. Речь идет о древнеегипетском храме Дебот, созданном в IV веке до нашей эры. Храм является даром египетских властей в благодарность испанским инженерам, строившим Асуанскую плотину. Он посвящен египетской богине Исиде и действительно был пожертвован правительству Испании в 1968 году в знак благодарности за спасение храмов Абу-Симбела, которые при постройке плотины могли уйти под воду. Расположенный на холме Принца Пио, что в 2 шагах от площади Испании, этот храм является одним из излюбленных мест туристов, желающих сделать селфи на необычном для Испании фоне. Мадрид – это необычный город для Европы. Относительно прохладная зима сменяется невероятно жарким летом, и местные жители устремляются в городские бассейны и аквапарки, чтобы скрыться от летнего зноя. Мадрид хорош в любое время года. Особенно это чувствуется летом, когда открыты муниципальные бассейны, где можно освежиться посреди жаркого дня. Здесь для этого создана вся необходимая инфраструктура. Мадрид и его окрестности насчитывают более 20 летних муниципальных бассейнов и несколько аквапарков, где можно загорать, плавать и кататься на водных горках. Одним из крупнейших является водный парк Аквополис, что расположен в 20 минутах езды от центра города. Есть в Мадриде еще одна интересная особенность. Благоприятный климат города позволяет рационально использовать открытые террасы на крышах зданий. Практически каждый крупный отель предлагает своим клиентам открытый бассейн с баром на крыше. Днем здесь можно позагорать, а вечером провести время в шумной дружной компании и попробовать множество вкуснейших коктейлей. Мадрид просто невозможно представить себе без офигенных террас с потрясающим видом на город. Одна из самых современных и посещаемых террас города – терраса Sky Bar 360 на крыше гостиницы Рио, что расположена в самом центре города. Отсюда открывается захватывающий вид на Мадрид. Для того, чтобы придать немного острых ощущений, архитекторы этого проекта построили небольшой мостик со стеклянным полом. Sky Bar 360 – это отличное место для встречи заката, особый шарм которому придает романтичный вид на горы, расположенные к северо-западу от города. У Мадрида есть два города-спутника, которые всегда посещают туристы, приезжающие познакомиться со столицей Испании и ее историей. Это города Толедо и Сеговия.
Средневековый Толедо, расположенный в 100 километрах к югу от Мадрида, является одним из главных памятников средневекового наследия Испании. Добро пожаловать в Толедо. Это древняя столица Испании. Этот город включен в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Очень милый и уютный городок. Ну что ж, будем смотреть. Город знаменит своей традиционной кастильской архитектурой, вобравшей в себя элементы христианской, арабской и еврейской культур. Будучи городом-крепостью, защищавшей столицу Испании от нападков кордовского халифата, он сохранил множество оборонительных сооружений, укрепленных мостов и несколько дворцов. Тремя главными достопримечательностями города можно назвать замок Алькасар, расположенный на самом высоком холме города, Толедский собор, являющийся главным христианским собором Испании, и дом-музей испанского художника греческого происхождения Эль Греко. В городе сохранились старинные храмы, синагоги и мечеть Кристо де ла Лус. Толедо также известен своим производством ножей и изделий из кожи. Еще здесь производят сыр манчего, который считается самым традиционным и продаваемым сыром в стране. Холмистый ландшафт и сотни извилистых мощенных улочек придают удивительную романтичность и таинственность этому средневековому городу. Это отличное место для поездки на один день. С башни одного из соборов открывается лучший вид на город. Второй город-спутник – Сеговия, что в 90 километрах к северу от Мадрида, за горным хребтом Сьерра-де-Гуадаррама. Он был основан более 2000 лет назад древними римлянами. До сих пор в городе сохранился древний римский акведук, являющийся визитной карточкой этого города. Здесь расположено несколько памятников архитектурно-исторического значения, находящихся под охраной ЮНЕСКО. Главный из них – дворец и крепость испанских королей Алькасар де Сеговия, впоследствии ставший местом съемок для нескольких голливудских фильмов. Также здесь находится легендарный Сеговийский собор Святой Марии, где в 1474 году испанский народ провозгласил Изабель Кастильскую королевой Испании, что стало поворотным событием в распространении христианства на всем Пиренейском полуострове. Так же, как и Толедо, Сеговия прекрасно подходит для поездки на один день, если вы уже успели посмотреть все достопримечательности Мадрида. Вдоволь наговорившись о красотах и достопримечательностях Мадрида и его городов-спутников, стоит сказать несколько слов о знаменитой испанской кухне. Испанская кухня относится к группе средиземноморских, с присущим ей множество разнообразных трав, овощей и морепродуктов. Но вкусовые привычки испанцев вобрали в себя и традиции Африки и Ближнего Востока, что обусловлено историей Испании. Ну что ж, об этом блюде испанской кухни стоит сказать отдельно. Королева испанской кухни, Ее Величество паэлья. Кухня страны разнится в зависимости от региона. Как это ни странно, но испанская кухня подразумевает больше мясных блюд, нежели рыбных. Рыба и морепродукты в изобилии представлены в виде разнообразных закусок и салатов. А излюбленное лакомство испанцев – знаменитый свиной вяленый окорок – хамон. Чтобы прочувствовать вкус Испании, не нужно пытаться посетить множество ресторанов. Лучше всего начать с традиционного испанского рынка. Узнавать, что едят сами испанцы, мы отправимся на центральный рынок – Меркадо Сан-Мигель. Меркадо де Сан-Мигель – гастрономический рынок, где можно не только закупиться высококачественными продуктами, но и вкусно поесть и выпить. Сан-Мигель, что находится в шаге от главной площади Мадрида, это не просто рынок. Это и ресторан, и кафе, и крытый фудкорт.
Продовольственные лавочки, где можно купить практически любые продукты, граничат с витринами, полными разнообразной готовой еды. Традиционные испанские тосты тапас, салаты, всевозможные нарезки из сыров и мясных деликатесов, блюда со свежайшими морепродуктами. Все это можно найти здесь. Не обязательно ходить в ресторан, достаточно прийти на этот рынок, где можно и отобедать, и купить продукты домой. Отдельно стоит отметить качество местных продуктов. Испания – это страна с высоким уровнем развития агропромышленности, а ее климат позволяет собирать по несколько урожаев в год. Испанские овощи и фрукты – одни из лучших в Европе, а цена на них довольно приемлемая, если сравнивать с остальной Европой. В Испании, в Мадриде, находится самый старый ресторан в мире, что подтверждено книгой рекордов Гиннесса. Открыт он был в 1725 году, и с этого момента его печь никогда не затухала. Именно в этот ресторан любил приходить сам Гойя. Ресторан и сегодня полон желающими попробовать блюда аутентичной испанской кухни. Рецепты, которыми пользуются в этом ресторане, не менялись вот уже более 200 лет. Несмотря на богатую кухню и строгие гастрономические традиции, еда не является основным культом для испанцев. Настоящий культ испанцев проявляется, когда ночь касается крыш домов. Ночная жизнь – это визитная карточка страны. Конечно, самые известные тусовки Испании находятся в Барселоне и на Ибице, но в отличие от Мадрида, они в основном созданы для иностранных туристов. Те, кто хотят побывать в настоящей атмосфере ночной Испании, направляются гулять по ночному Мадриду. Если в Центральной и Северной Европе бары и клубы закрываются строго в 2 ночи, то в Мадриде в это время только начинается самый разгар вечеринок. Традиционно испанцы собираются с друзьями незадолго до полуночи и начинают проводить время в многочисленных барах. Выпивать в одном баре считается дурным тоном, и компании постоянно меняют локацию, перемещаясь из одного заведения в другое. Как правило, самые известные бары в Мадриде расположены в районах Чуэка, Маласанья и одной из основных улиц города – Гран-Вия. Лишь ближе к 2 часам ночи те, кто желают продолжить веселье, перемещаются в клубы, которых в Мадриде не меньше, чем баров. Также испанцы очень любят знакомиться в барах и свободно общаться на любые темы. Это вовсе не означает, что от вас чего-то хотят. Просто в этой стране характерная черта – это открытость и стремление познавать что-то новое. Здесь принято улыбаться незнакомцам. В любом ресторане или кафе официант с удовольствием обсудит с вами любые последние новости и сделает вам кучу комплиментов. И вы сами не заметите, как вы уже познакомились и нашли кучу общих интересов. Вот это кайф, реально. Других слов просто не нахожу. Когда ты можешь покататься на коне, насладиться природой, увидеть зайцев. Просто потрясающе, и не верится, что это всего в 10 минутах от крупного мегаполиса Европы. Испания – это страна солнца и улыбок, а ее столица – хранитель и визитная карточка обычаев своего народа. Здесь легко дышать и радоваться простым мелочам. Свобода и легкость – это главные особенности менталитета испанцев, которые приносят Мадриду славу одного из самых комфортных и безопасных мест для жизни в Европе. Испанцы очень трепетно относятся к дружбе и умеют жить здесь и сейчас. Тут ты можешь быть уверен, что тебя всегда рады видеть и всегда ждут снова. Мадрид – это город, в который хочется не просто возвращаться, это город, в котором хочется жить.